Всем привет! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим личные окончания первого типа. Личные окончания первого типа – это основные окончания, которые могут присоединяться к существительным, глаголам, прилагательным и числительным. Эти окончания используются при образовании большинства времен глагола. Правило присоединения окончаний первого лица единственного и множественного числа, начинающихся на буквы Б, П, М, мы проходили в 16 уроке «Схема аффиксов». Напомню, что с местоимением «я», «мен» используются окончания «бен», если слово заканчивается на звонкие буквы «ж», «з». Pen после глухих и звонких б, в, г, д в словах, заимствованных из русского языка. Мен после гласных и всех сонорных. Например, Мен жұлдызбын, я звезда. Мен бастықпын, я начальник. Мен тыңдаушымын, я слушатель. В отрицательной форме личные окончания переходят к отрицанию «емес». В первом лице единственного числа к «емес» присоединяется личное окончание «пен». Мен тыңдаушы емеспін, я не слушатель. С местоимением «мы», «без» используются те же принципы присоединения окончаний, что и в единственном числе, с тем исключением, что сонорные буквы «м», «н», «н» находятся в строке звонких окончаний. Например, «Біз жұлдызбыз» – мы звезды, «біз бастықпыз» – мы начальники, «біз тыңдаушымыз» – мы слушатели, «біз астанаданбыз» – мы с Астаны. В отрицательной форме к отрицанию «емес» присоединяется личное окончание «пыз». «Біз тыңдаушы емеспіз» – мы не слушатели. Не забываем использовать мягкие варианты окончаний после мягких слов. Окончания «бен», «пен», «мен» и «без», «пез», «мес» соответственно. Во втором лице в единственном числе «ты», «сен» добавляются окончания «сэн», «сен». Причем здесь уже не важно, на какие буквы заканчивается слово, к которому добавляются эти окончания. Главное не забывать, что твердое окончание следует после твердого слога и мягкое окончание после мягкого слога. Например, «Сен жұлдызсың» – ты звезда. «Сен дәрігерсің» – ты врач. «Сен тыңдаушы емессің» – ты не слушатель. Во множественном числе при обращении к друзьям и сверстникам вы, синдер, окончание тоже должно быть множественным, поэтому логично, что добавляются не просто сын, сен, а сындар, синдер. Например, синдер жұлдызсыңдар, вы звезды, синдер дәрігерсіңдер, вы врачи, синдер тыңдаушы емессіңдер, вы не слушатели. В уважительной форме вы, сіз, окончание сіз, сіз. Например, сіз жұлдызсыз, вы звезда, сіз дәрігерсіз, вы врач, сіз тыңдаушы емессіз, вы не слушатель. Во множественном числе окончание сіздар, сіздер. Сіздер жұлдызсыздар, вы звезды. Сіздер дәрігерсіздер, вы врачи. Сіздер тыңдаушы емессіздер, вы не слушатели. Во множественном числе, если слова имеют обобщающее значение, то окончания множественного числа не добавляются. Если же слова имеют конкретное значение, то сначала к основе слова добавляются окончания
множественного числа, а затем личные окончания. Например, сендер, деригерлерсендер. Вы врачи. В третьем лице окончаний нет. Ол жұлдыз. Он звезда. Ол бастық. Он начальник. Ол тыңдаушы. Он слушатель. Ол тыңдаушы емес. Он не слушатель. Олар, они. Жұлдыз. Они звезды. Олар бастық. Они начальники. Олар тыңдаушы. Они слушатели. Олар тыңдаушы емес. Они не слушатели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.